Сегодня знание иностранного языка является совершенно необходимостью. Это уже аксиома. Но, однако, при этом не все осознают необходимость документального подтверждения знаний. То есть получение сертификата, специального документа, который подтверждает ваши знания английского или другого иностранного языка. Ну, поскольку я специалист по английскому языку, я в основном буду говорить о экзаменах по английскому языку, поскольку они на самом деле, конечно, более востребованы, чем любые другие сертификаты по другим иностранным языкам. Ну, вы наверняка слышали, да, что международные сертификаты можно получить через сдачу международных экзаменов, таких как, какие экзамены вы знаете? Международный IELTS, да, TOEFL, кембриджские экзамены. Но на данный момент эти три группы экзаменов являются самыми востребованными в мире. И в основном, конечно, я тоже буду говорить о них. Но помимо этих экзаменов, на самом деле, существует множество других экзаменов. Как по общему английскому языку, это General English Exams. Допустим, могу привести в пример такие экзамены, как TOEIC или Pearson Test of English, PTE, да? Также существует огромное количество экзаменов для специалистов. Именно специальных узкопрофильных экзаменов, например, по деловому английскому, по Business English. Это экзамены, допустим, Business English Certificate от Кембриджского университета, BEC, или BULATS, также от Кембриджского университета, или есть экзамены от Лондонской торгово-промышленной палаты, ну и так далее, и так далее. Кроме того, есть специальные экзамены для бухгалтеров, финансистов, для юристов. Есть экзамены специальные для преподавателей английского языка по методике преподавания. Да? То есть, на самом деле, экзаменов международных очень много. Значит, как же сориентироваться в этом многообразии экзаменов? Какой вам тест подойдет? Как же выбрать, да, подходящий вам тест? Сегодня я хочу разобрать несколько факторов, которые должны, в общем-то, влиять на выбор экзаменов. Во-первых, основным и самым главным фактором, который влияет на выбор вашего подходящего вам теста, это уровень языка, уровень владения иностранным языком. Говоря об уровнях, нужно иметь в виду международно принятые стандарты, да, в области оценки знаний иностранных языков. Таким ориентиром и таким международным стандартом для нас является документ Совета Европы, который называется CEFR. У нас достаточно много таких специфичных терминов в этой области, поэтому я подготовила одну маленькую раздатку, чтобы просто визуально, да, увидеть, как эти экзамены называются. Значит, шкала, да, CEFR, Common European Framework of Reference по-английски. Это шкала, в общем-то, уровней, которая определяет уровни владения языком. Она была разработана Советом Европы в начале 90-х годов, но на данный момент эта шкала распространяется не только на языки стран Европы, но и во всем мире. Азиатские языки, такие как корейский, японский, китайский, они тоже уже подстроились под эту шкалу. Согласно CEFR, согласно международной шкале, я буду говорить, существует всего 6 уровней, да, знания иностранного языка. То есть это уровни А1, А2, Б1, Б2, С1 и С2, где наивысший – это уровень С2. Поскольку я уверена, что вы каким-то образом изучаете английский язык, может быть, знаете английский язык, то, наверное, вы об этих уровнях уже слышали. И если все-таки вы настроены, если вы активно изучаете английский язык, то очень важно на самом деле понимать, какой объем знаний вкладывается в каждый из этих уровней, сколько времени потребуется на освоение каждого уровня для продвижения от одного уровня к другому. И очень важно понимать свой уровень владения языка, то есть на каком этапе языкового развития находитесь вы в данный момент, если вы все-таки ставите какие-то серьезные цели, да, в изучении языка. Какой уровень требуется для такого свободного общения? B1 все-таки, да. Ну, А2 вы, в принципе, можете уже изъясняться, можете на бытовом уровне, в общем, выразить практически любую мысль на бытовом уровне, на А2, но все-таки более-менее свободное общение начинается с уровня B1. Да? B1 вы уже не испытываете затруднений в общении, таких вот больших.
Далее, для того, чтобы поступить в зарубежный вуз, на бакалавриат или в колледж зарубежный, какой уровень потребуется в этом случае? B2. То есть это предполагает не только свободное общение, но и все-таки умение оперировать языком на академическом уровне. Да? Далее, если вы поступаете на программу магистратуры или докторантуры в зарубежный вуз, то в этом случае вам нужен будет уровень C1. Ну, если вы преподаватель, настоящий профессионал своего дела, преподаватель английского языка, то все-таки вам тоже нужен будет уровень C1. C2 – это уровень высокообразованного носителя языка. Надо сказать, что даже носители языка, когда пытаются сдать этот экзамен, не все могут его сдать. Но вообще говоря об уровнях, нужно иметь в виду, что от этой системы уровней зависят и сами виды этих международных экзаменов. Всего можем выделять два вида международных языковых экзаменов, языковых тестов. Во-первых, это диагностические тесты, и во-вторых, это уровневые тесты. Диагностические первый вид, второй вид уровневые. Значит, чем они отличаются? Диагностические тесты – это тесты типа IELTS, TOEFL. Это диагностические тесты. Что здесь имеется в виду? Эти тесты немножко проще по формату, и они тестируют только языковые навыки. Что такое языковые навыки? Это, во-первых, аудирование, восприятие устной речи на слух, чтение, восприятие письменного текста, письмо, продуцирование письменной речи и говорение, продуцирование устной речи. Аудирование, чтение, письмо, говорение. Вот эти 4 языковых навыка тестируют диагностические тесты. Ну, как правило, они занимают даже меньше времени. Выполнение этих тестов занимает меньше времени по сравнению с тестами высокого уровня, да, уровневыми тестами. И они тестируют, проверяют то, как вы используете свои знания языка в общении, в реальном общении. Второй вид тестов, как я сказала, уровневые тесты. К ним мы в основном относим кембриджские экзамены. Вот на второй странице вы видите схему, на которой представлены все кембриджские экзамены по General English, то есть по общему английскому. Получается, что их несколько, да, они соответствуют каждому отдельному уровню. Надо сказать, что Кембридж разработал для каждого уровня отдельный экзамен. Сколько уровней, столько и экзаменов, да, можно выделить. Вот вы видите два столбика здесь, да. Первая группа – это экзамены для младших школьников. Они тестируют, значит, уровни А1, А2, и первая ступень – это все-таки еще не уровень А1 не достигнут, это называется уровень pre-A1, ну, до А1, да, pre-А1. Значит, далее экзамены для взрослых показаны во втором столбце. И здесь вы видите 5 основных тестов, да. Это тест уровня А2, Key English Test, KET, аббревиатура KET, уровень B1, Preliminary English Test или PET, уровень B2, First Certificate in English, FC, уровень C1, CAE, Certificate in Advanced English и CPE, Proficiency, да, это самый сложнейший тест уровня C2. Так, ну вот, надо сказать, что если вы выбираете уровневые тесты, вы выбираете тест в соответствии с вашим уровнем знаний, да? Если все-таки вам требуется IELTS или TOEFL, то вам надо понимать, что вам придется выполнять задания уровня C1. Все-таки IELTS и TOEFL соответствуют уровню C1. Просто методом минусования у вас как бы, да, отнимают баллы, и в этом случае вы получаете остаток, да, что у вас остается в остатке. Понятно, да? То есть разница между этими двумя типами тестов, она тоже определяется системой уровней. Уровень – это самый главный фактор, который следует принимать во внимание при выборе теста. Если мы говорим, допустим, об IELTS, мы сказали, что уровень задания в нем соответствует уровню C2, и если мы соотнесем его со шкалой, SEFR с общеевропейской шкалой, то уровень B2, например, да, по IELTS, вы знаете, что IELTS, ну, если не знаете, то у IELTS 9-бальная шкала. Да? Уровень B2 начинается от 5,5, и верхняя граница, она достигает 6,5 баллов.
Опять же, обычно для поступления на программу бакалавриата требуется 6,5 баллов. То есть это значит, что уровень B2 у вас должен быть полностью освоен, полностью закрыт. То есть получается, что это верхняя граница уровня B2, и можно сказать, что это промежуточный уровень между B2 и C1. Да? Такой уровень мы в своих учебных программах обозначаем как B2+. Может возникнуть вопрос такой, да, если ваша все-таки конечная цель это уровень C1, ну или на худой конец B2, 6,5, да, нижний промежуточный уровень, то вообще зачем нужно сдавать экзамены промежуточных уровней А2, допустим, да, B1? Получается, что широкие возможности начинаются именно с уровня B2. То есть с сертификатом, имея на руках сертификат B2 или C1, вы можете реально получить какие-то широкие возможности трудоустройства или поступления за рубеж, в зарубежные вузы. Зачем тогда сдавать уровень А2 или уровень Б1? Зачем они нужны, такие экзамены? Да, возникают часто у людей такие вопросы. Или у родителей обычно возникает вопрос, зачем тогда детям вообще сдавать международные экзамены? Ну, отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что я убеждена в пользе сдачи экзаменов промежуточных уровней. Во-первых, если вы затрачиваете большое количество времени, усилий, денег, в конце концов, да, на свое языковое образование или на обучение своих детей английскому языку, платите репетиторам, посещаете курсы какие-то, да, то, соответственно, возникает логичный вопрос. Вот, кто мне даст гарантию прогресса в этом случае, да? Гарантию прогресса может дать только авторитетная независимая экспертиза, которая в виде международных экзаменов, да, получается, только международные экзамены обеспечить могут вам независимую экспертизу. Во-вторых, сдача промежуточного уровня, экзамена промежуточного уровня является как бы закреплением результатов обучения. То есть вы прошли программу какую-то, да, конкретно программу какого-то уровня, и вы хотите, вот, так сказать, закрепить и мотивировать себя на дальнейшее изучение. Это действительно поднимает мотивацию, особенно у детей. Я понимаю, что взрослые, они учат язык достаточно осознанно. У детей мотивация повышается в разы после того, как они сдают эти экзамены. И вообще, вот если даже взять, к примеру, школьника, который сдавал с детства сначала экзамены для детей, потом экзамен уровня А2, уровень Б1, да, Б2, возможно. То есть, когда настанет момент сдачи ЕГЭ, такой ребенок уже, такой выпускник уже не растеряется. У него уже будет выработан комплекс навыков именно успешного прохождения экзаменационных испытаний. То есть эти экзамены, они также, вот особенно для школьников, они являются своеобразной закалкой, тренировкой вот, успешного прохождения экзаменов, и тем самым мы закладываем элемент успешности, да, то есть вот этим эти экзамены и полезны, они тоже очень нужны. Поэтому, если вы все-таки серьезно настроены в плане достижения прогресса, да, не хотите топтаться на месте, то я рекомендую вам настоятельно подобрать подходящий уровень, например, кембриджский экзамен, и попробовать сдать тот уровень, к которому вы стремитесь на данный момент. А2, пусть это будет, или Б1. Б1 это уже тоже очень достаточно такой серьезный уровень. Хорошо, значит, мы с вами рассмотрели пока только первый фактор, который влияет на выбор теста. Далее, второй фактор. Вторым важнейшим фактором при выборе теста, конечно же, является ваша цель. Для чего, зачем вам нужен языковой сертификат? Скорее всего, я думаю, что люди сдают экзамены для того, чтобы продолжить обучение за рубежом. Ну вот по статистике среди наших слушателей, которые обучаются на подготовке к экзаменам, это причина номер один. Чтобы поступить в зарубежный вуз, так сказать, да, или на программу магистратуры. Если люди уже взрослые, то, возможно, они думают о магистратуре за рубежом. В этом случае, опять же, да, как мы сказали, нужно ориентироваться все-таки на уровень C1, и это будут у вас экзамены IELTS, TOEFL или кембриджские экзамены уровней B2, FCE или C1, CAE. Скорее всего так. Но опять же нужно иметь в виду, что если вы сейчас находитесь на уровне B1, сразу записываться на курс подготовки особого смысла нет. Да? То есть надо поднять уровень хотя бы до B2+, до B2 хорошего, чтобы уже начинать готовиться
по формату. Кстати, международный языковой сертификат пригодится не только при поступлении в зарубежные вузы. Школьники 10-11 классов, которые хотят обучаться в престижных вузах России впоследствии после школы, таких как, например, МГУ, СПбГУ, ВШЭ, Высшая школа экономики, РУДН, ИТМО и так далее. Список можно продолжать и продолжать. Им тоже я бы рекомендовала сдать международный экзамен, либо IELTS, либо кембриджские экзамены, потому что все эти вузы, они учитывают наличие международного языкового сертификата при поступлении. То есть, если вы подаете документы, и у вас есть такой сертификат уровня B2 или C1, но, как правило, не ниже B2, то вам дают дополнительные баллы к баллам ЕГЭ за индивидуальные достижения. Это надо иметь в виду молодым людям и родителям школьников. Ну и потом, даже если вы поступаете в российский вуз, например, Высшая школа экономики, а потом у вас хорошие баллы по математике, русскому, допустим, да, а по английскому так себе, и в итоге я знаю очень много примеров, когда дети отчисляются с первого, со второго курса именно из-за нехорошего знания языка. То есть готовиться к этому надо заблаговременно. Вторая цель, которая обычно ставится, это трудоустройство за рубежом. Так? Если вас интересует трудоустройство, то вы можете сдать экзамен, допустим, TOEIC. Есть такой экзамен, это аналог TOEFL, но TOEFL это академический экзамен, TOEIC именно для работающих людей, да? Или экзамен IELTS General. Я, кажется, не упомянула, но IELTS имеет два вида, да? IELTS Academic и IELTS General. IELTS Academic, если вы поступаете в зарубежный вуз для цели учебы, а IELTS General, если вы хотите трудоустроиться или эмигрировать за границу. Плюс есть еще другие экзамены, которые тоже могут помочь для развития перспектив карьерных, да, для карьерного роста. Это экзамен, например, кембриджский, который называется BEC. Я уже упоминала, это экзамен по Business English. Он тоже имеет 3 уровня, 3 теста есть. Есть BEC уровня B1, уровня B2 и уровня C1. Этот экзамен, он тоже, в общем-то, очень ценится, принимается очень многими работодателями, не только за рубежом, опять же, в России тоже. Очень многие компании, такие как «Газпром», например, они при трудоустройстве смотрят на наличие этих языковых сертификатов, особенно BEC. Здесь может сыграть хорошую роль. Или есть еще один экзамен кембриджский BULATS. BULATS — это тоже экзамен, который подойдет финансистам, экономистам по деловому английскому. И надо знать, что, например, Сбербанк принимает в учет эти сертификаты, и сертификат BULATS является обязательным даже для руководящего состава Сбербанка. То есть для расширения карьерных возможностей тоже можно рассмотреть вот такие экзамены. Есть такие экзамены. Причем, вот, как я сказала, можно даже начинать с уровня B1. Третий фактор. Какой может быть третий фактор, который нужно учитывать? Это страна выезда. Да? Если вы выезжаете, например, в Канаду или Австралию, то однозначно я рекомендую вам сдавать IELTS. IELTS, да, это именно эти страны ориентируются в большей степени на этот сертификат. Канада также принимает TOEFL, очень много, да, вузов и компаний принимают TOEFL, TOEIC. Если это страны Европы, я тоже рекомендую вам сдавать IELTS или кембриджские экзамены. То есть Кембридж, он принимается, в общем, повсеместно по всей Европе. Если вы, допустим, планируете выехать в какие-то азиатские страны, типа Южной Кореи, или в Америку, то тогда можно ориентироваться на TOEFL тоже, да? Но надо сказать, несомненно, на данный момент самым востребованным и самым признаваемым экзаменом является все-таки IELTS. Да. То есть он практически признается в любой точке мира. И еще один момент. Великобритания в данный момент уже не принимает TOEFL. Раньше принимали, но TOEFL является одним из старейших этих экзаменов, да, Кембридж и TOEFL. IELTS относительно молодой экзамен, но тем не менее он быстро завоевал очень такие сильные позиции во всем мире. И пятый фактор, который приходится учитывать при выборе
теста – это месторасположение ближайшего тест-центра или, попросту говоря, наличие тест-центра в вашем пункте приема экзамена в вашем городе. Ну, на данный момент в Якутске на базе языкового центра СВФУ можно сдать экзамены IELTS, как академик, так и General, и кембриджские экзамены. Как правило, у нас сессии проходят 1-2 раза в год, и обычно активный месяц для сессии – это май. То есть в мае у нас всегда проводится несколько сессий по разным типам экзаменов. И нужно тоже помнить о том, что регистрироваться на эти экзамены нужно обязательно заблаговременно. Если экзамен проводится в мае, то регистрацию нужно пройти уже в феврале, в марте. Итак, мы рассмотрели 5 основных факторов, которые учитываем мы при выборе подходящего языкового экзамена. Это, во-первых, уровень, ваш уровень владения языком. Во-вторых, цель сдачи экзамена. В-третьих, страна выезда. Четвертое – срок годности сертификата. То есть имейте в виду, что IELTS и TOEFL, как правило, действуют в течение 2 лет с момента сдачи экзамена. Сертификаты кембриджские, они бессрочны. В чем и заключается их основное преимущество перед другими экзаменами. Ну, просто надо сказать, что IELTS в данный момент является более коммерциализированным проектом, поэтому вот есть такие условия. Обновлять надо сертификат IELTS каждые 2 года. И 5-й фактор – это наличие тест-центра в вашем городе. Ну, у нас есть тест-центр в языковом центре СФУ, IELTS и Кембридж. Но, к сожалению, TOEFL у нас в городе пока сдать нельзя. Если вам требуется конкретно именно этот тест TOEFL, то придется выехать в Москву, в Петербург, Новосибирск, ну, в ближайшие города. Конечно, по стоимости, да, надо сказать, в Якутске экзамены стоят чуть дороже. Это связано просто с накладными расходами. IELTS у нас на данный момент стоит в нашем центре 23 000 рублей. Кембридж стоит дешевле. Например, уровень B2 экзамена в CE в мае стоил у нас 15 888 рублей. Около 16 000. Уровень C1, экзамен уровня C1 CAE стоил около 17 000. Ну, то есть, в общем-то, разница порядочная, да? И при этом Кембридж все-таки дает бессрочный сертификат, поэтому, в общем-то, есть преимущество у этих видов, у кембриджских экзаменов. Но если все-таки вам самостоятельно трудно определиться, да, очень трудно бывает понять, какой у меня уровень. Конечно, онлайн вы можете найти тесты диагностические простые, да, чтобы определиться с уровнем, но обычно этого не всегда достаточно, потому что все-таки нужно оценивать не только знания лексики, грамматики, да, что делается обычно в тестах, этих онлайн-тестах. Нужно еще оценивать языковые навыки, как я сказала, да, аудирование, чтение, письмо и говорение. То есть самому оценить уровень своего устной речи очень сложно, да, поэтому в этом случае я советую вам, конечно, обратиться к помощи профессионалов. Приходите к нам в языковой центр, мы вас обязательно проконсультируем, определим ваш уровень и подберем подходящий экзамен. Ну вот, допустим, вы уже учли все эти факторы, определили свой уровень, определились с конкретным типом теста, который вы хотите сдавать. Что дальше, да? Следующий вопрос, который возникает, это как же эффективно подготовиться к этому экзамену. Конечно, можно готовиться и самостоятельно, но когда вы готовитесь самостоятельно, нужно учесть тот момент, что обязательно в этом случае вам требуется какой-то хороший очень багаж знаний, солидный, да? Ну, минимум B1, а лучше даже выше B2, чтобы уровень у вас уже был закрыт. После этого вы уже можете, в принципе, системно, если заниматься, самостоятельно подготовиться действительно можно. Тем более, что сейчас масса ресурсов, как в интернете, так и онлайн-приложения разные, да? В смартфонах есть приложения. То есть можно, в принципе, найти какое-то подходящее для вас приложение и подготовиться к экзамену, допустим, по каким-то учебным пособиям тоже, да. Но в этом случае, опять же, вы можете прокачать свою лексику, грамматику, аудирование, чтение. Что касается говорения и письма, это сделать будет довольно сложно самостоятельно. Ну, по крайней мере, это уже большая часть навыков, которые тестируются, да. Если все-таки вам нужно быстрее подготовиться, времени у вас не очень много, я тогда рекомендую, конечно, обратиться к профессионалам, опять же,
подойти можно к нам в языковой центр, записаться на курсы, ну, либо в другую языковую школу, или можно готовиться, конечно, в формате индивидуальных занятий с репетитором. Но в этом случае что вы должны, опять же, учитывать? Да? Не просто вслепую пошли, записались. О, у нас там в какой-то языковой частной школе открылась запись на подготовку к IELTS, записались, пришли, а там у вас сидят люди разных уровней в группе. Такое тоже может быть. Если вы записываетесь на групповые занятия, вы должны убедиться обязательно, что в группе все-таки уровень у слушателей однородный, примерно одинаковый уровень. Все люди в вашей группе должны иметь одинаковый уровень для того, чтобы подготовка была эффективной. Значит, при условии групповых занятий. Да? Далее, самое главное все-таки, когда вы идете, выбираете курс, либо группу, либо репетитора, это вы должны обратиться именно к специалисту по конкретному типу экзамена, который четко знает данный формат и четко знает критерии оценивания. То есть, что можно сделать в этом случае? Да? Вы должны, наверное, затребовать у человека, у преподавателя или у этого языкового центра, который вам предлагает этот курс, сертификат преподавателя, который ведет этот курс. То есть этот преподаватель должен, в общем-то, сам сдать этот тест на высокий балл. Так? Логично? То есть проверяйте, да, к кому вы идете. Если вы записались к репетитору, а оказалось, что, в общем-то, хороший преподаватель, но формат он не знает, и этот экзамен он не сдавал. Или вообще никакой экзамен не сдавал. Большого смысла к такому человеку идти нет. Да? То есть надо записываться именно к узкопрофильным специалистам, то есть специалистам, которые владеют данным форматом. Ну, например, в языковом центре у нас есть коллеги, которые специализируются конкретно на формате IELTS или конкретно на формате кембриджского экзамена, допустим, уровня C1 или B2. Есть коллеги, которые специализируются на формате кембриджских экзаменов для младших школьников. То есть они именно специалисты по обучению младших школьников, и также они хорошо знают формат кембриджских экзаменов для детей. Да? Есть специалисты, которые, в общем-то, ориентированы изначально были на TOEFL, но, к сожалению, из-за того, что у нас TOEFL в центре сейчас не принимаем, у нас буквально там несколько человек осталось таких, да, которые знают хорошо формат. И есть у нас также специалисты конкретно, которые специализируются на ЕГЭ, например. Да? Есть члены предметной комиссии города Якутска по английскому языку, которые сами являются экспертами и, в общем-то, даже проводят курсы для учителей английского языка. То есть очень важно выбрать правильного преподавателя. Проверяйте наличие у этого преподавателя сертификата. Вы имеете право, да, если вы идете на обучение к этому человеку. Вот. Далее, сколько времени требуется на подготовку? Этот вопрос всегда задают очень многие. Ну, я сейчас не буду сдавать, допустим, говорят, экзамен IELTS, я сдам его в следующем году, поэтому я приду к вам на курсы в следующем году. И приходят за месяц до экзамена. Как вы думаете, насколько будет успешна такая попытка? Поняли, да? Для того, чтобы сдать IELTS, какой вам уровень все-таки требуется? Уровень C1. Ну, или верхняя граница B2, промежуточный B2+. B2+ или C1. Так? Соответственно, когда вы начинаете подготовку по формату этого экзамена, вы должны знать, что у вас уровень B2 уже есть. B1+, если у вас есть, то вы можете рассчитывать, если обучаетесь в течение 1-2 лет, на то, что вы успешно сдадите экзамен IELTS. Если у вас на данный момент уровень А2, и вы через полгода собираетесь сдавать IELTS, то, извините, такого волшебства просто не бывает. Да? Вы должны четко понимать, что изучение иностранного языка – это очень долгосрочный процесс. Вообще изучение любого языка – это долгосрочный процесс. Ну, вспомните, как вы изучали свой родной язык, скажем, с рождения. Да? Когда ребенок начинает, овладевает грамотной речью на своем русском, допустим, русском или якутском языке, ну, да, более 10 лет все равно это требует. То есть для того, чтобы владеть грамотной речью, скажем, эквивалентной уровню C1, требуется не менее 10 лет, даже более 10 лет, да? То есть также и в случае с иностранным языком, а даже больше требуется. Ну, в идеале, если ребенок начинает в школе изучать английский язык во 2 классе и заканчивает изучать в 11 классе, сдает ЕГЭ. На данный момент, кстати, в ЕГЭ у нас присутствует задание 3 уровней. А1, Б1 и Б2. В общем, чтобы сдать ЕГЭ на 90 и более баллов, очень успешно сдать ЕГЭ по английскому языку, требуется знание уровня Б2. Б2 – это вот как бы, потолок для нашей российской общеобразовательной системы. То есть
ну вот 9-летнее обучение в идеале должно закончиться уровнем B2. Ну, на самом деле такое практически встречается достаточно, ну, не так часто. Но сейчас, конечно, уровень в целом повышается. То есть вы должны понимать, что вы уже изучали там язык в течение скольки-то, около 10, порядка 10 лет, вы достигли уровня B2, вот теперь вы уже можете начать обучаться, готовиться по формату экзамена IELTS. Допустим, вы уже хорошо, очень свободно, да, владеете, говорите на английском языке. ЕГЭ, возможно, сдали там 80 там, с лишним баллов, да, то есть это считается, в общем, очень хороший уровень. И вы хотите сдать сейчас, например, IELTS Academic, допустим. И ну, есть люди, которые, рассчитывая на свой хороший уровень, просто записываются на экзамены, приходят и просто теряются из-за того, что, например, в IELTS Academic есть такое специфическое задание в разделе «Письмо». Есть такое задание это аналитический отчет, аналитическое описание данных, представленных в диаграмме или в таблице. Если вы знаете хорошо английский, но никогда не видели ранее этого задания, не готовились к нему, то как вы его напишете? То, скорее всего, вы провалите. Да. То есть получается, что если даже у вас очень хороший B2 сейчас есть уже, то по формату подготовку все равно нужно провести. Как минимум, ну, обычно мы рекомендуем полгода как минимум, но бывает такое, что в принципе все индивидуально, конечно, очень способные ученики бывают, в течение 3 месяцев они могут подготовиться. Ну, 3 месяцев или 6 месяцев, это вот при условии того, что вы уже владеете уровнем B2, а может быть даже и C1. То есть по формату задания типовые, они специфичны в каждом конкретном тесте. Надо знать конкретный формат, допустим, в IELTS Academic, какие там задания, какие задания в IELTS General. И самое главное, о чем нужно помнить, что изучение языка занимает очень много времени. Если вы все-таки серьезно настроены в плане подтверждения своих знаний, именно вот хотите на полагаетесь, да, на свои знания английского языка и хотите использовать их как-то в будущем для своей карьеры, для успешного будущего, то вы должны все-таки не терять время, а изучать язык системно. Это как и спорт, это должно быть привычкой. Изучение языка должно быть постоянным и системным. То есть пока вы не достигнете уровня B2, C1, вот надо все время этим заниматься. Да? Если вы занимались, там, допустим, ходили на курсы 2 года, а потом бросили, 10 лет не ходили, ну, конечно, знания языка тоже в этом случае теряются. Да? То есть нужно постоянно их как бы держать в тонусе. Да, хорошо, если вы хотите все-таки развиваться, то, опять же, нужно целенаправленно брать курсы какие-то или заниматься, вот можно и самостоятельно это делать, если у вас есть хорошая база, но главное, надо делать это системно. И рекомендую вам для того, чтобы все-таки иметь какой-то вот такой ценный ресурс у себя, да, ценный документ в своем портфолио, сдавайте международные экзамены. Если вы настроены как бы, пока не знаете, да, какой экзамен вам точно потребуется в будущем, но настроены, в общем-то, на долговременное изучение языка, то я рекомендую вам сдать кембриджские экзамены. Эти сертификаты бессрочны, то есть вы даже не знаете, когда и как они могут вам пригодиться в будущем. То есть пусть это будет бумажка, пусть этот сертификат будет у вас в портфолио, он как бы всегда будет полезен. Те, которые сдавали у нас уровень C1, все в один голос заявляют, что у них жизнь после этого поменялась коренным образом. Очень многие поступили в магистратуру, куда-то, да, в зарубежные вузы. Есть люди, которые просто вот в Москву переехали, например, устроились в престижные компании работать. То есть вот этот сертификат все-таки он сыграл роль в их жизни, и вот очень положительную. Поэтому я вам рекомендую очень. Изучайте языки, получайте сертификаты, сдавайте экзамены, стремитесь к новым вершинам, потому что знание языка действительно открывает безграничные возможности не только для путешествий, но вообще для жизни в целом, для обучения, для образования, для профессионального, карьерного роста. И это именно дает настоящую свободу. Такую степень свободы не может дать что-то другое. Да? Вот именно знание языка и подтвержденное знание сертификатом, оно дает конкретно новую степень свободы. Поэтому рекомендую.